мұны құда биде ene сокты бутугыжы газетті ерет бені кешіпде шулутен центр құда ene кушуна саттен дурма табмадне газетті бені кеші сокты бутугыжы газетті мане абытын тірі залу яп құда хайы гір бұлы болады бай құда ene инді ержі угольжидык баян наунцорова. Отец семьи Сактоевых был репрессирован и по этой дороге отправился в места заключения как враг народа. Начались долгие годы репрессий. Когда истек срок заключения, его семья не имела права вернуться в родные края, и они поселились на территории Карымского района. На месте этого карьера было целое селение со своим клубом, школой, магазинами. В данный момент мы находимся в местности Приск-Васильевск Карымского района. Здесь, значит, Цариджап Сакшыкбоевич и я, мы здесь родились и проживали. Наши родители здесь, отец работал в Золото-Приске столяром. Здесь мы, значит, прожили до 46-го года. Здесь очень даже Приск был очень большой. Видимо, золотодобыча была очень даже рентабельным. Как сказал Саден Сакшыкбоевич, его родители почитали Або, Шагалзур. Детство Сактоевых прошло в этой степи, среди озер и густой травы, которую они косили вручную в детстве. Затем жили в местности Урвун-Толгай. Забеди хадамына Шагалзурэ Урвун-Толгай дабаны кешепде. Инде не токта биде январь харин душын долоңонда зожи ерет, хониндарат баян кешепде. Текіде болса да биде душын долоңонға жарың он балтыр баямде. Текіде бұхылы тоң сознательный хаймгу действомне ахавити хайрел индл балаң кешегеше хылхыды гырнанехын тире хошун фундаментин тең хоривене текиде еще саттемне хонене дал катон темы юмын бэты юмын. Учились в школе на станции Дарасун. Здесь же продолжали жить, когда Цариджап Сакшыкбоевич стал студентом, закончил техникум, прослужил в армии. На родину, в Агинские степи, переезжают лишь в 1960 году. Поселились в доме в Амитхаше, где поныне живет Саден Сакшыкбоевич Сактоев. Сулултын югор Иркутской области станция Зима Ашан. Ине мане авохада Сакшыкбы текіде мане ижи балығыр тірі хубуынен будыржап текіде ине шулутен ютығай даржен бара дегіжі хукшын тио текіде даржа сыбжыт гыжыванын хубунин текіде ине даржен бара ден хубун гышагу гыжы бел курдыгы басығанен темы занудлы ушо тіріл барак юқан сауырлы байдық хамдегі жа мені жақын байқыды бетіренің тоң хайнар ойлғышы шиявауы бағды ойғағыша абзылдан.
Сэрэн Согшигбоевич том турун хэдийд хаана танилцсан юм бэ? Өнөө техникумны танилцсан. Шүтэн шүтэн техникум электрификации сельского хозяйства гэж байгаа. Тэнд сугтаагаараа. Сугтаагаараа. За тэгээд тэнд ямар шүү мөхөд байгаа авт халд хөөрөөд өгтөө ямар шүү хүн бэ? Хэнкун сэгхэн сугтаа сэг жимбирага гэдэг. Чигтэй жимбирага шишвимтэй хэмэгтэй зэнэг хэлээ абайд уусаад ирэх юм дээ гэж. Юундгээ бичигдэн хоньнд байдаг шүтэж бурят антал харахгүй идэнийс бүтэн дагаатал оригинал юугаар сасан байдаг. Тэгэл тэндээ ошилдаг гэх. Чигэжтэй юм болоо юм авда хуулд вихэлдэг юм яа хайшвик хэлж байгаа юм дээшгүй. Тэгэл жабан гэслэлтэй. Тэрийн олон лохнууд дөргөлд техникум гэж. Тэрийн тол том англа найцхакумын шивэгээ шавстаг. Чигэтэл тэрийн дээр хэлхэл но депутат үкэнгээс би бухнуудаа. Имэлдэ. Но он очень тактичный, человечный, преданный своему делу товарищем был. Я считаю, что он один из тех, который очень хорошо знал сельское хозяйство, очень много сделал для животноводов, для механизаторов, для тружеников нашего села. Очень много работы он проводил в строительстве животноводских точек, улучшение жилищно-бытовых условий животноводов, строительство домов животноводов, чабанов и расширение животноводских ферм. Но как человек он был очень деловой. Никогда он не допускал высокомерия. Всегда, будь он молод, будь он стариком, он всегда относился одинаково, очень тактично. И если перед ним ставили какие-нибудь вопросы, он всегда внимательно выслушивал и советовал, как дальше действовать, каким образом решать эту проблему. И также лично, если обратиться по каким-то вопросам, он всегда внимательно и подсказывал. Если он в силах сам решить, он через некоторое время эти вопросы решал. Когда Согшигбоевич приехал в наш колхоз, я тогда работал шофером на ГАЗ-69, и у руководства колхоза было две машины, ГАЗ-69 и Волга, 21 Волга. Новая Волга была. Но когда я приехал, он стал, себе взял эту Волгу и пригласил меня работать шофером на Волге с ним. А мы оказались одногодки, в общем, семьей дружили. Его жена, моя жена работали в медпункте колхозе в селе. И вот машина работала как часы. Он никаких пререканий ко мне не имел, но он был хороший человек. Он так, такой человек прямой, надежный и вообще очень такой, мне нравился. Он, у них прекрасных 3 детей, у нас тоже так же. Но это все это как-то, все это. Ну, в общем, дружим у нас так целых 40, около 40 лет знаем друг друга. Именно, да. Ну, первое воспоминание, которое у меня есть, это, наверное, годы жизни в селе Урдага, колхоз имени Чапаева, где отец был председателем колхоза.
Ну, больше воспоминаний, наверное, связаны, наверное, с мамой, наверное. Потому что отец рано утром уходил на работу, поздно вечером возвращался. Ну, практически, наверное, утром встаешь, отец уже на работе. Вечером ложишься, еще отец не пришел с работы. Ну, так, наверное, было. Ну, редкие, наверное, дни, наверное, когда он проводил с семьей. Ну, следующее воспоминание, это уже, наверное, годы жизни в Агинске, 75-й год, когда он стал председателем окрисполкома. Мне тогда было 4 года. Ну, то же самое, наверное, тоже он все время, основное время проводил на работе. Практически выходных, я так сильно не помню, чтобы он дома находился. Но потом уже, когда он стал депутатом Верховного Совета СССР, он стал уже ездить в Москву на сессии Верховного Совета. Но это сессии продолжались, как я помню, неделями, месяцами, по-моему. Зимние сессии, летние, весенние, вот такие вот моменты он надолго уезжал. Но это был очень добрый, никогда практически даже голос не повышал. За мнодыр хыдайны сыдың хаты бухы хукшавынга орынго шавынганы нутык югорын уже ябжы харжы хыдыныга тасомны ихы ойырлыжы бәні. Теге хыдайны ины удыр олтыры инді ему болсы бәйін ему уже мытхуы бәйінді тегет мнодыр хыдайны ю мыдывы гашве. Тегет Натыр мұны шағаздор нетағар дарасың орын толға югор еді қой ябағы шайда теді алығы ұлда болысты мұны дарлығыны ұдыр ұңғыр болды.